Сергей Ильич, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете значение качественной очистки сточных вод для города? Вы в интервью, мне помнится, затронули эту тему и немножко рассказали, ваше видение, как это, и чем грозит городу и его жителям ситуация, при которой сточные воды не очищаются. Они же фактически у нас не очищаются, да? Просто так же и попадают сразу в реку Ялпуг. Очень хороший вопрос. Фактически они не очищаются уже лет 30-40, если лет назад мы купались в русле реки Здесь, да, я соглашусь с и вами. вода была, после этого ковровая фабрика заработала, она начала, пачкать само русло, потому что канализационных сетей у нас так по городу особо не было. И дальше уже у нас практически вдоль русла реки Ялпуг, там даже эти моллюски не росли, то есть не размножались. Но в последнее время до очистных сооружений там уже эта живность появилась. То есть нельзя сказать, что русло реки до очистных сооружений она в таком же состоянии, как было. Разница очень большая. И деревья были высажены, но это огромный труд. Это все уровни власти, жители вместе должны заняться именно центром этим нашего города. У нас в первую очередь высаживание деревьев. Это все связано. Это благоустройство. Это не только даже те камыши, которые от природы растут, они не просто растут, они растут для того, чтобы очистить ту грязь, которая сливается. Тут важность, это, думаю, что номер один вопрос должен быть на всех уровнях. И Республики Молдова, и в регионе. Регион так легко говорит, идите к примару, зная, что в местном уровне средств на это нет. И эта отправка в сторону адресования, это, во-первых, наглость. Я так считаю, это сверхнаглость. И доводить до людей, до жителей о том, что примар Кирсова или Кангаза, Камрата, он должен построить. Деньги у нас, а проблема ваша, думайте сами. Тогда вы нам для чего? Вы нам не для чего. Это региональный проект. Он не может, как сегодня, очищать воды только Камрата. И Кирсова, и Кангас может подключиться. Общая проблема. Это региональный проект, поэтому не нужно сегодня, тем более я, как примар, говорю о том, что нами было сделано. Если бы я сказал, что мы ничего не сделали, то вы могли бы и меня тоже обвинить в бездействии. Но, извините за выражение, 73% потери воды, 50 километров водопровода, это не 3 километра. Вы имеете сегодня воду по такой же цене, как в 2016 году, то есть в 2010 году. А все подорожало вокруг. Если мы ничего не делали бы, наверное, цена на воду была бы уже 50 лей. У нас пока 33. Не планируется цена на воду? Пока нет. Мы пока еще будем устанавливать солнечные панели и так далее. То есть мы работаем, не стоим на месте.